депутаты, что вы приехали пообщаться с нами. Мы это группа депутатов Народного собрания Республики Ингушетия в составе ведущего Мамила Закирия Исаевича, Ахилева Саида Салам Хусейновича, Накостоева Ахмеда Жабраиловича, Гагиева Руслана Русхановича и Аздоева Земельхана Идрисовича. Ну, по какому поводу вы приехали? Последние месяцы Республика Ингушетия, да и Чеченскую республику лихорадит то, что руководство республики необоснованно, нарушение всех законов, принято решение, подписано соглашение, которое затем было выставлено на утверждение в парламент Республики Ингушетия. И, как бы оно было утверждено, принят был закон по этому утверждению. Вот. И вот эта ситуация, то, что подготовка самого соглашения, подготовка хода оглашения этого соглашения, подготовка и вынесение его на обсуждение на парламент, оно вообще выходит за рамки здравого смысла. Во-первых, подготовка соглашения шло абсолютно келейно. Ни один из депутатов до 26 числа не знал, что вообще готовится такое соглашение. И население республики было информировано только из источников интернета, и мы также точно были информированы только из соответствующих сайтов. Конечно, вот такая вот ситуация, когда решается вопрос, очень серьезный вопрос установления границ, вопрос размежевания между соседними субъектами. Если оно решается келейно, то это говорит о чем? Это говорит, на наш взгляд, только о том, что у руководителя республики нет и у правительства нет абсолютно никакого уважения к своему народу, нет никакого, обратной связи с этим народом. Поэтому, конечно, естественно, как только эти разговоры вышли, пошли волнения. Волнения пошли по нашим муниципальным образованиям, от которых в основном отделялись вот эти территории. Это Сунжинский район, и вот те муниципальные образования Сунжинского района, первые митинги пошли там. Вот из этих митингов мы, депутаты Народного собрания, узнали, что готовится какое-то подписание соглашения. Само соглашение было подписано 26 сентября, и в этот же день, вернее, вот как сама процедура, мне хочется вот для вас немножко поподробнее об этом сказать. 26 числа я лично находился дома как депутат, я работаю еще, кроме этого, председателем профсоюза объединения Республики Ингушетия. И когда увидел в интернете вот эту информацию, я позвонил своим коллегам, позвонил вот Аздоеву, говорю: Земельхан, что у нас там творится в Магасе? Вот разговор идет о том, что у нас приехали руководители субъектов, Северо-Кавказского федерального округа во главе с Мотовником, идет какое-то подписание. Он говорит: я, не знаю, находился на работе, но я знаю, что приехали, видимо, это какое-то плановое совещание с руководителями субъектов. Вот в таком плане, в таком режиме проходило подписание этого договора. После подписания в этот же день была конференция регионального отделения политической партии «Единая Россия». И там господин Евгуров и председатель правительства Юлоев огласили, что подписано вот такое вот соглашение по установлению границ между нашими субъектами. Границы установлены объективно, как вот буквально выражение, метр в метр, сантиметр в сантиметр. Ни одна территория, ни один метр нашей территории не перешел в состав Чеченской республики. Точно так же и нет обратного движения. Ну, конечно, вот некоторые депутаты повелись на это дело, поняли, восприняли это как бы с определенной радостью, что все-таки граница установлена, в принципе, это неплохо. Но когда выяснилась ситуация, получалось, что мы передали от состава нашей территории республики, заметьте, самой маленькой Российской Федерации, республики, где наиболее высокое количество населения на квадратный километр, у нас после Москвы и Питера самая высокая плотность населения. И вот от этой территории еще урезается 34 тысячи гектаров земли. Правда, нам поначалу говорили о 18 гектарах, о 17 гектарах. Шел разговор о равнозначном обмене.
Ну и все это, конечно, было от лукавого, все это было неправда. И потом, значит, вот 26-го прошло подписание, где-то 28-29-го, я почему вам подобно рассказываю, чтобы вы поняли всю ситуацию, которая вот привела к тому, что мы сегодня имеем. 28-го, по-моему, где-то руководитель региона собирает общественное движение, и там вывешивается карта. Карта, значит, масштаб 200 тысяч. Вы сами знаете, что на этой карте можно определить. Это просто схема. И вот по этой карте показывается указкой, что вот граница, это объясняется, эта граница. Вот где-то мы там отдали 1800 гектаров. Где-то здесь сюда к нам прирезали. В общем, по всей этой границе прошелся. И люди не поняли, тут же начали высказываться ему, значит, свои соображения. Были предложения, в том числе и я лично предлагал, давайте не торопиться, давайте отложим этот вопрос на месяц, другой, давайте поизучаем, включим комиссию нормальных картографов, специалистов, старших, включим, значит, людей, которые знают эту историю, пообщаемся с той стороной и решим этот вопрос нормально, как положено. Но этого всего не было принято, была гонка, говорят, никаких месяцев, только вот 2 дня, значит, 4 октября должны рассматривать на заседании, неочередном заседании парламента этот вопрос. Я сейчас не хочу вдаваться в подробности, сколько там было предложений, какие были, значит, действия со стороны руководства. Это, наверное, наши товарищи дополнят меня, я в общем сейчас хочу сказать. Затем 4, значит, октября назначается проведение неочередного заседания, и только где-то 2 числа нам какие-то документы, да, заседание парламента, и нам за 2 дня до заседания парламента представляют вот это вот соглашение. А там 1 страничка, и никаких других документов. Потом буквально накануне проведения заседания нам дают еще дополнительно карты небольшие, на которых по этой схеме, в общем-то, ничего нельзя было понять. Вот, и убеждают, что все нормально. Само заседание парламента, это просто ни в какие рамки не вписывается. Какие можно было нарушить регламент проведения заседания, законов, все это было нарушено. Все было нарушено. Значит, во-первых, были проигнорированы предложения по проведению, по отложению. Было предложение от депутатов не рассматривать сегодня этот вопрос, так как мы считаем его сырым и неподготовленным. Отложить рассмотрение вопроса на месяц, там, на более позднее время, изучить и сделать его. Это тоже, значит, проголосовали, в принципе, депутаты голосовали, но голосовали, это решение не прошло. Затем решением голосования было установлено тайное голосование. Тайное голосование, в принципе, в регламенте нашего парламента по таким законам вообще не предусмотрено. Но депутаты проголосовали. И я вам скажу, почему голосовали. На этом заседании находился глава республики, находился председатель правительства, находились представители прокуратуры, других спецслужб. И некоторые депутаты, конечно, были, во-первых, они за предыдущими событиями были введены в заблуждение, и во-вторых, вот по таким прессингам, конечно, в открытую голосовать не все решали. Поэтому большинство депутатов проголосовали за тайное голосование, надеясь на то, что все-таки голосование будет и будут объективно подведены итоги этого голосования, и то, что человек может все-таки, не боясь каких-то последствий, выразить свое мнение. Но, к сожалению, эти выборы были сфальсифицированы. Почему я об этом говорю? Здесь подробнее, наверное, скажут. Я об этом говорю, потому что депутаты между собой договорились, мы показывали друг другу бюллетени, некоторые фотографировали свои бюллетени, выставлялись потом на обозрение. И потом по результатам голосования нам объявили, что 17 голосов получили за этот закон, 3 голоса было против, и 4 испортили бюллетени. Мы-то пытались, почему вот испорченных, мы-то хотели побольше испортить. Вот когда прошел процесс голосования, для того, чтобы не дать кворума, испорченный бюллетень тяжелее подделать, потому что там роспись своя, его тяжелее выбросить и подменить. А вот бюллетень голосования его очень легко, там 1 галочка и все, никаких проблем, оно безымянное же идет.
Вот. Сказали 17 на... Вот, объявили вот эти результаты, которые я говорю. Конечно, тут же в зале возникло недовольство. Депутаты проявили, со всех сторон проявили недовольство этим результатом голосования. Вот. И все равно, значит, как бы вот этот результат нам огласили, сказали, что он реальный. Сейчас. И потом, вот когда, значит, само голосование прошло, в этот же день группа депутатов, вот присутствующие здесь, и еще 11 человек нас было, мы собрались, тут же написали заявление о проведении неочередного заседания парламента с тем, чтобы пересмотреть этот вопрос, пересмотреть этот закон. Но, понимаете, я не видел более цинизма, чем было сделано вот в данном случае. Значит, руководство парламента распустило весь аппарат. Каждому аппарату было приказано не появляться. В этот же день, сразу после заседания парламента, они были отпущены. И до понедельника, в четверг было заседание, до понедельника охрана не пускала ни одного работника парламента. Понимаете? Это для чего? Для того, чтобы мы не могли там какие-то документы. Ну, все равно мы сделали подписи. Я могу вам, вот, депутатам, вам представить. Вот он, список. 15 человек подписались о том, что они голосовали против этого закона. Это то, что мы здесь, но есть еще 2-3 человека, которые фактически... Ну посмотрят, потом покажет. Голосовали против этого закона. То есть это лишнее доказательство того, что этот закон был принят незаконно, как говорится. Простите за тавтологию такую, но люди голосовали, этого кворума большинства голосов не получило. И тем не менее, на этом же митинге мы людям объявили о том, что значит, этот вопрос сфальсифицирован. Ну, далее наши действия были, мы несколько раз пытались проводить неочередные заседания, просто нам этого не давали сделать. В каком плане? Многие депутаты были разосланы по командировке, там где-то, значит, кто-то уехал по своей работе, кто-то заболел, и кворума у нас не получалось. 10-го мы собрали как бы кворум, обеспечили кворум, но и здесь нас дала еще очередная подлость. 5 человек депутатов, я их не называю депутаты, это депутаты, которые относятся к оппозиции. Какой оппозиции? К оппозиции к народу, к народному мнению. Эти депутаты, облив нас грязью, покинули зал заседания, то есть таким образом нам сорвали кворум. И до сих пор вот, мы никак не можем его обеспечить, для того, чтобы отменить вот это незаконное решение. Тем более, что принято решение Конституционного суда нашего, республики, которое также значит, наше руководство не хочет принимать как заявление, поэтому они обратились иском в Конституционный суд Российской Федерации. Я думаю, более низкого поступка, наверное, не может быть, пусть меня простят, потому что получается, руководитель региона судится со своим народом, судится с мнением народа. Как можно жить с таким руководителем, как можно, значит, руководить своей республикой. Вот посмотрите, там вот говорят, что ни 1 метр не отошел, ничего не отошло. Посмотрите, вот карта перед вами, на этой карте ясно, это один в один сделана, 100% карта, нашими топографами сделана. И вот там 34 тысячи гектаров отошло в состав Чеченской Республики именно из Сужинского района. Основная часть из Сужинского района. И вот это все сделано, даже не посмотрев в сторону тех людей, которые живут в этих муниципальных образованиях. А что говорит закон? Любое изменение территории в ту сторону или в другое обязательно должно проводиться с учетом мнения населения этого муниципального района. То есть должен быть проведен референдум. И поэтому, конечно, Конституционный суд объективно вынес решение, что этот закон нелегитимен, соглашение не имеет никакой физической, реальной силы, и то, что надо проводить референдум. Ну, вот пока, вот ситуация вот такая вот, как она есть. 29-го у нас намечено проведение заседания парламента, там будет бюджет рассматриваться. Значит, на совете
Да, на совете, значит, пытались мы этот вопрос туда протащить. Ну, посмотрим, как это у нас получится. Теперь, я думаю, вот наши товарищи дополнят по своим разделам мое выступление и в части законности принятого решения, и в части, значит, процедурных вопросов, которые были нарушены, и в части, какие меры нами предпринимались, кроме того, что вот мы пытались провести заседание парламента, какие меры нами предпринимались. Я думаю, слово... Нет, я один вопрос хочу поставить, чтобы было ясно всем. Вот человек выступил достаточно содержанно, содержательно выступил, обстоятельно выступил. Я хотел бы, чтобы вы, если у вас есть вопросы по пройденной теме, так сказать, чтобы вы задавали вопросы. Вот на тему, которая была высказана уважаемым Мамиловым. Пожалуйста, что, да, пожалуйста. Называйтесь. Представляете? Марк, агентство Миринфо. Хотелось бы такой общий вопрос задать и конкретный вопрос обратиться также к Зелимхану Идрисовичу. Сейчас складывается некоторое впечатление, но у многих людей, которые со стороны, например, как я видел эту ситуацию, о том, что, все это очень сильно приобретает некие оттенки некого политического маркетинга, какого-то политического пиара. То есть сейчас эта история используется в том числе как некоторое оружие против действующей власти и представляет чьи-то интересы. То есть здесь очень много мы видим, вы назвали причин, по которым не получилось того сделать, не получилось это сделать. То есть очень много отговорок, но при этом закон по факту был принят и он был одобрен. То есть в каких условиях тут вы называете эти условия, но тут очень похоже, либо это некомпетентность, либо это сознательное решение было. И конкретно хотелось бы также обратиться к Зелимхану Идрисовичу. То есть я, насколько мне известно, вы свой бюллетень испортили. То есть вы не могли выразить свое мнение открыто и заявить о том, что вы не согласны, и ответить нет? Или для вас это важно было именно сам факт вот этого некого политического жеста? Спасибо. Можно, да, я? Давайте. Спасибо за вопрос. Уважаемое журналистское сообщество, наш уважаемый Закирий Исаевич отразил все аспекты, но я постараюсь разложить на 3 составляющих части вот этого вопроса, вот этой проблемы декларативных соглашений. То, что вы сказали, я вот сейчас сделаю предысторию, прежде чем ответить на ваш вопрос. Вот 3 составляющих. Это законодательная, политическая и общественная. С точки зрения законодательства, все граждане Российской Федерации должны чтить, уважать и исполнять Конституцию Российской Федерации. А не комментировать ее, как говорил Петр I, законы надо писать ясно, чтобы их не перетолковывать. И Конституция Российской Федерации для всех граждан, и для всех чиновников, и для президента, и для всех, это исполнение, только исполнение. В Конституции Российской Федерации, 67 статье, сказано, прописано в статье, что нет такого понятия, термина, как установление границ. Есть только изменение границ. С точки зрения политической составляющей, да, мы все уважительно относимся к нашему президенту Российской Федерации, который в открытую дал ответ на вопрос по перекраиванию границ, когда этот вопрос поступил в прямом диалоге. Это было ранее, где-то 2006-2007 год. Вот. Там было сказано, то есть не там, а президентом было сказано, действующим, что перекраивание границ, переделывание границ, это будет равносильно открытию ящика Пандоры. То есть около 2000 таких спорных территорий. Если мы сейчас начнем перекраивать или переделывать границы, то это равносильно началу, как скажем, гражданской войны даже. Так что насчет ящика Пандоры, с политической точки зрения, я вам говорю, что этот ящик открыт, и у нас еще пока есть возможность закрыть. То, что вот эту тему, скажем, перекраивания границ, какие-то
политические силы хотят использовать, как говорится, оседлать ситуацию и свои какие-то корыстные цели. Ну, знаете, что я вам скажу? У нас есть традиционное общество. Вот. Общество, которое опирается на общечеловеческих ценностях, на наших адатах, на наших обычаях, традициях. У каждой фамилии есть свой, скажем, не только родовые башни, но и свои родовые места, где кто проживал. Вот для того, чтобы нам определиться вот, с соседями, будь то чеченцы, будь то осетины, кабардинцы, для нас никакие карты не нужны. Я знаю своих 16 предков. Я знаю, где они проживали и где находятся их могилы.